Добрый день. Мы будем начинать. Так, сейчас я гляну, как меня видно, слышно. Достаточно ли хорошее, Марина, изображение или мне поставить другую камеру? Мне кажется, что не очень хорошо видно. Сейчас мы решаем технические моменты. Я уже написала в чате. Угу, хорошо, спасибо. Значит, мы можем работать вот так. Значит, итак, я уже в чате написала вопрос для участников. Сейчас я начну говорить о том, что вас сегодня ждет, а вы уже можете отвечать на эти вопросы, пока представляться, написать вы мама, папа, или вы представитель старшего поколения, бабушка, дедушка, и какие сегодня ожидания у вас есть от нашей встречи, чего бы хотелось вам получить. Наша встреча будет посвящена теме «Роль старшего поколения бабушек и дедушек в воспитании детей». Меня зовут Евгения Григорьева, я психолог, и сегодня, в ближайший час, буду раскрывать для вас эту тему, отвечать на ваши вопросы. Вебинар проводится в рамках деятельности Республиканского консультационного центра, в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей». Мы с вами будем работать в таком формате. Я буду сейчас рассказывать то, что приготовила для вас. Вы можете писать свои вопросы в чат, я буду на них реагировать. Вы можете сейчас уже писать свои запросы. Мне важно понять, какая аудитория сейчас присутствует в эфире, родители или же представители старшего поколения. Пожалуйста, уточните этот момент, для того, чтобы я могла говорить применительно к вашим конкретным ситуациям и к вашим конкретным запросам. Вот, я вижу, да, бабушка Любовь Степановна, спасибо, вы пишете. Благодарю за реакцию. Итак, что же сегодня у нас в плане нашей встречи? О чем мы поговорим? Мы поговорим о больших задачах бабушек и дедушек в воспитании подрастающих внуков. Да, большие задачи, я имею в виду задачи такие вот смысловые, да, символические, может быть, даже в какой-то мере. Мы поговорим о типичных ошибках при воспитании детей с участием старшего поколения, о том, что происходит в семьях часто и, к сожалению, не все семьи находят решение вовремя, и это мешает их взаимодействию. Если, вот я вижу в комментариях, да, что у кого-то нет изображения и звука, такое бывает на этой платформе, пожалуйста, если такое с вами произойдет, выйдите и снова войдите в вебинарную комнату по той ссылке, по которой вы проходили. Такое бывает. Иногда требуется обновить страницу, да, перезагрузить ее, и все восстанавливается. Обычно, если плохо с моей стороны, это, конечно же, всем будет видно, и всем участникам, да, поэтому все скажут, нам не видно, нам не слышно. Если у кого-то у одного, такое иногда бывает, такое иногда случается. Дальше мы с вами обязательно обсудим как бы такие вот здоровые, адекватные функции и задачи бабушек, дедушек, да, и нарушения такой позиции, ролевой модели, да, и поговорим о позиции мудрых прародителей. И также мы затронем тему того, как сохранить мир между молодыми родителями и представителями старшего поколения. Потому что, к сожалению, эта тема болезненная, очень часто трудно разрешимая в семьях. Итак, напишите, пожалуйста, кто вы, родители здесь, да, и вы бы хотели послушать о том, как выстраивать отношения со старшим поколением. Либо вы представители старшего поколения, бабушки, дедушки, и вам хотелось бы получить информацию о том, как вы участвуете в воспитании, какова ваша миссия, да, и как обходить, может быть, острые углы с теми, кто вроде бы вчера еще был вашим ребенком, а сегодня вот уже взрослый человек. Пишите свои ожидания, я буду стараться на них реагировать для того, чтобы время, которое мы проведем вместе, было максимально полезным.
Итак, как вы думаете, в современном обществе утрачивается ли позиция бабушек, дедушек, значимость их, или наоборот возрастает роль представителей старшего поколения? Напишите, пожалуйста, как вы полагаете, бабушки и дедушки играют большую роль сейчас в жизни своих внуков, в воспитании внуков, или же что-то меняется? Давайте посмотрим на это, ну, с позиции, да, общей такой, социальной позиции. Вот есть мнение у Светланы Егоровны, что утрачивается. А в связи с чем? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. В связи с чем утрачивается роль и значимость бабушек и дедушек? Что же происходить стало с семьями? Почему вот теряется эта роль? Я также готова выслушать другое мнение, что возрастает, наоборот, роль бабушек и дедушек в современном обществе. Пишите, делитесь. Итак, конечно же, поколения разные поколения бабушек, да, ну, они, конечно же, безусловно, будут ну, отличаться друг от друга. И задачи решают они, конечно же, схожие, но, может быть, по-разному. Первые помощники воспитания внуков. Да, я с вами, Любовь Степановна, абсолютно согласна. Я полагаю, что без бабушек, без дедушек вообще никуда, но в частности в нашей жизни, в жизни нашей семьи, например, да, бабушки и дедушки оказали колоссальную помощь в воспитании наших детей и в нашей самореализации в том числе. Итак, в современном обществе роль старшего поколения в воспитании детей очень велика. Она, конечно, поменялась. Так, например, в обществе стало очень много семей однодетных, где один только ребенок на всю семью, на всех взрослых. И на него приходятся все воспитательные воздействия, все педагогические эксперименты и весь тот груз любви, который вообще возможен со стороны родителей и бабушек, дедушек, прямо на одного ребенка. Иногда прям борьба включается, да, за этого одного внука. То есть вот это то, что поменялось. Раньше у бабушек, дедушек было много внуков. И они как бы скопом их брали, бывало, да, и там в деревне летом 3-4, а бывало и больше ребятишек все лето были на бабушке. Сейчас такой ситуации родители ну, не всегда создают ее, так скажем, да, потому что ребенок один, и они сами во многом справляются. И более того, они видят ценность в том, чтобы общаться с этим ребенком, проживать его время и не отправляют его, например, на месяц в деревню к бабушке. Это достаточно редко сейчас происходит по сравнению с тем, как было еще, например, там 30 лет назад. Тем не менее, родители современные очень много работают. Ритм жизни настолько быстрый, что они не успевают заниматься своими детьми. Они не могут посвятить вторую половину дня, например, да, даже вечернее время полностью семье. Они даже вечером часто работают, продолжают заниматься там своими социальными сетями, какими-то отношениями деловыми, там ужины деловые и так далее, да, и им действительно некогда полноценно заниматься своими детьми. И в этом роль старшего поколения, вот в этой поддержке, да, очень велика. Сейчас не приветствуется, чтобы мамы там выходили на больничный, да, с ребенком, и бабушки берут на себя эту роль. И я благодарю вас, Светлана Егоровна, да, я с вами абсолютно согласна, бабушки молодые сами работают. Сейчас представители старшего поколения не спешат выходить на пенсию, да, они тоже занимаются самореализацией, они тоже хотят жить интересно свою жизнь и стали, возможно, более ограничены во временном аспекте и не посвящают свою жизнь теперь внукам, да, как, может быть, это было когда-то раньше, прежде. Значит, очень многие помогающие бабушки, дедушки, да, те, которые свободны, помогают
очень сильно молодым семьям. Они берут на себя часть домашних забот, каких-то хозяйственно-бытовых дел. А, мгм. Так, переключают нас. Хозяйственно-бытовых дел. Так, ага, можем продолжать? Прерывают нас. Бабушки, дедушки, помогают по дому, облегчая жизнь семье. Они, водят детей на кружки, на секции, делают с ними домашнюю работу, да, сидят на больничном, помогают, ухаживать за детьми, подстраховывают их. Поскольку семьи малодетные, молодые мамы сами могли вырасти так, что они никогда еще не видели ребенка, да. То есть если раньше в традиции, в культуре девочка росла, и она в процессе роста и развития в подростковом возрасте, она всегда видела младенца, и к моменту собственного материнства она подходила таким образом более подготовленной, то сейчас молодая женщина, даже 25, там, 30 даже лет, может оказаться совершенно неподготовленная к тому, чтобы, например, там, искупать ребенка в первый раз, да, и ей здесь, конечно же, нужна помощь и поддержка старшего поколения женщины, которая знает, как это делать. И это, как правило, мама или свекровь. И поэтому, конечно же, роль бабушек и дедушек колоссальна в помощи молодой семье. Значит, у бабушки и дедушки расширяют кругозор ребенка. Они благодаря старшему поколению, прародителям, да, ребенок выходит из тесных семейных рамок. Он уже не ограничен только тем, что несут ему родители. У него появляется некий новый такой пласт большой знаний, чувств, понимания мира. И таким образом ребенок получает какой-то новый уникальный опыт, который с родителями приобрести пока не может, потому что родители еще не были там в старшем возрасте, и они не могут так обращаться, так относиться к своему ребенку, да, и так мудро, может быть, мягко, может быть, понимающе, может быть, принимающе, как старшие бабушки и дедушки. Дедушки и бабушки дают детям свое эмоциональное богатство, которое не успевают давать родители, потому что они очень заняты, либо они незрелы, они еще не могут так мудро выслушать ребенка, они не могут так внимательно отнестись к его переживаниям, да, они как бы обесценивают, говорят, да, что это ерунда, а бабушка и дедушка вот как бы внимательно слушают, подключаются, сочувствуют, да, сопереживают, даже иногда могут пожалеть. И это, в общем-то, то, в чем нуждается ребенок. Ребенок ведь не нуждается в том, чтобы мы решили его проблему, мы старшие, да. Ребенок нуждается в том, чтобы его выслушали, поняли, приняли и благословили на решение этих вопросов. В общем-то, этим и занимаются бабушки. И если мы сейчас с вами вспомним своих бабушек, дедушек, то, скорее всего, мы вспомним именно то эмоциональное состояние, которое у нас рождалось рядом с ними. Насколько это было для нас тепло, уютно, насколько это было по-доброму, да, принимающе. Не всегда мы с родителями могли это ощутить, то, что ощущали с бабушками и дедушками. И, в общем-то, счастлив тот ребенок, у которого есть возможность быть в атмосфере, которую создают прародители. Счастливы те дети, которые посидели на коленках у бабушек, дедушек, да, которые подышали вот этой вот мягкостью, уютом, добротой, принятием, которые были в этой атмосфере. То есть эмоциональный потенциал у бабушек и дедушек огромный. Да? Потому что они, в общем-то, уже немножечко в стороне от этих детей, и они уже не столь включены и не столь устают, может быть, как родители, да. У них нет таких остро стоящих каких-то задач, которые постоянно надо решать нон-стоп, да. Они более свободны, обладают большим количеством времени и запасом терпения и мудрости. Они уже смотрят теперь на то, что происходит с другой позиции. Когда были маленькими их дети, скорее всего, они так не могли реагировать мудро, а теперь с внуками это получается. Ну и бабушки, дедушки, конечно же, делятся с детьми житейским опытом. Они показывают какие-то вообще новые аспекты понимания жизненных ситуаций, да, они какие-то уроки дают и, в общем-то, тоже обогащают этим ребенка. Между детьми и бабушками, дедушками существует особая, я бы сказала такое слово, волшебная связь.
Да? Сказка, рассказанная там дедушкой или бабушкой, это не та же самая сказка, рассказанная мамой или папой. Она воспринимается не так. Она воспринимается глубоко, она запоминается, и она действует магически, то есть она определяет как бы, да, поведение ребенка, его жизненные ориентиры, его ценности. Очень часто бабушки и дедушки, чем они старше, тем больше они в это уходят, да, являются вообще как будто бы для ребенка сказочной фигурой, архетипической фигурой, глубинной, да. И, а если мы возьмем, например, прабабушек, прадедушек, да, которые уже к возрасту, когда рождаются правнуки, являются, ну, достаточно таком преклонном возрасте людьми, они воспринимаются вообще как ангелы-хранители, даже как божества. Да? То есть, и потом, когда вырастает вот этот внук, который видел свою бабушку, прабабушку, например, старенькой, да, он ее воспринимает как нечто, ну, вот такое волшебное, святое, да, то есть мой сын, например, у него вот именно такое восприятие. Прабабушки моей бабушки, которая умерла, она была очень старенькая, и почти в 90 лет она скончалась, к сожалению. И вот он ее вспоминает как волшебство какое-то. Он говорит, это та бабушка, у которой печка. Я говорю, да, это та бабушка, у которой печка. Моя бабушка жила в деревне с русской печкой. И вот этот вот сказочный образ тихой, доброй бабушки, да, спокойно сидящей на табуреточке возле печки, вот этот образ пронесет мой ребенок всю жизнь, да, и он будет для него очень теплым. Ну, напишите, пожалуйста, в чате сейчас, вам отзывается то, о чем я говорю? Вам понятно, что я говорю? Вот, или какие-то другие мысли, комментарии у вас есть? Скажите, пожалуйста. Вот идет вам эта информация, подходит или нет? Таким образом, дедушки и бабушки – это большие ресурсные фигуры, сохраняющие свою значимость для ребенка на всю жизнь. Да? Они являются теми, кто дает силу, кто дает благословение. И к этой фигуре ребенок, потом уже взрослый человек, будет обращаться всю жизнь. Да? У меня есть несколько клиентов, которые, ну, настолько они тепло воспринимают воспоминания о своих бабушках, дедушках, так они оплакивали их смерть, но пронесли вот этот светлый образ, и теперь они взрослые уже люди, но они могут к этим образом прикасаться в душе своей, да, и получать всегда поддержку и любовь. Они всегда говорят, моя бабушка или мой дедушка меня очень любили, я была самой любимой внучкой или самым любимым внуком, и я получил там столько любви, сколько вот, ну, никто мне не давал, даже родители. Итак, пишите, пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду на них отвечать. И сейчас мы с вами обсудим те ошибки, которые совершают бабушки и дедушки при воспитании детей и семьи родительские, да, когда молодые родители как-то не так относятся к бабушкам, дедушкам. Вот мы это сейчас обсудим с вами, те сложности, которые могут встречаться при общении, когда появился внук или внуки. Самая большая ошибка, которую совершают семьи, это непоследовательность воспитания, непоследовательность в предъявлении детям правил, требований. Когда один говорит одно, родители говорят так, а бабушки и дедушки нарушают это правило и говорят нет, пока родителей нет, вот будут другие правила, мы будем делать иначе. У нас тогда формируется ребенок с психологией перебежчика, да? То есть тот, кто пристраивается к тому, с кем выгодно дружить. Непоследовательность – это очень большая ошибка. Она всегда имеет множество последствий, воспитательных, поведенческих нарушений у ребенка и так далее. Да? Дисциплина там всегда страдает. И если вам кажется, что ребенок невоспитанный и недисциплинированный, прежде всего надо посмотреть, а соблюдается ли вами принцип последовательности. То есть, что сказали, как решили, так и делаем. А не каждый сам под себя гребет, и не каждый раз новое правило.
Вот это вот стихийное воспитание, оно приводит к очень большим последствиям и очень большим погрешностям, да, в поведении ребенка. Какие еще ошибки допускают представители старшего поколения? Это излишняя снисходительность к внукам, чрезмерная опека, чрезмерное внимание к каждому капризу, приучение ребенка быть не самостоятельным, делать за него все бабушки с дедушками хотят. Да? Ребенку разрешается делать то, что не разрешают родители, то есть какие-то поблажки формируются. Но он же маленький, ему простительно. Не будем мы сейчас от него этого требовать, пусть он вот съест там это или там, да, сделает так-то. Ну, раскидал игрушки, не будем просить собрать, сами соберем. Бабушке полезно поползать, да, дедушке полезно побегать, да, а вот ребенок получает какой опыт? Ребенок, к сожалению, понимает, что родители не авторитет, он затем транслирует это родителям, он стремится их ослушаться, обесценить их требования. К сожалению, это коверкает очень сильно воспитательный процесс. Еще одна ошибка, которую допускают представители старшего поколения, это когда бабушки или дедушки берут на себя роль матери или, соответственно, отца, заслоняя собой настоящих родителей ребенка. Другими словами, такие прародители вступают со своими детьми в конкуренцию, и рождается поле для конфликтного взаимодействия в семье. Они обесценивают те дела и те поступки, те правила, которые вносят родители для ребенка. Они показывают ребенку, что, в общем-то, это все неправильно, твои родители не знают, что делать, не понимают и так далее. Еще одна ошибка, которая часто встречается, это критичный такой взгляд представителей старшего поколения на молодых родителей, когда ребенку говорится: вот, твои родители ничего не понимают, никудышные родители, там, отцу дела нет до тебя. Вот это вот все очень сильно травмирует ребенка. Мы должны понимать, что когда ребенок слышит критичные комментарии о своих родителях, особенно если это исходит из значимых людей для ребенка, а бабушка и дедушка, безусловно, значимые люди для ребенка. И вот такое вот критичное замечание о родителях приводит к глубокой травматизации психологической ребенка. Такие слова приводят к тому, что ребенок раскалывается пополам. У него происходит внутриличностный раскол. Ему ругают его же самого, потому что он наполовину состоит из мамы и папы, да, и если критично смотрит на отца, там, да, и хвалят, например, мать, или наоборот, или обоих даже родителей обесценивают, то происходит обесценивание заодно и ребенка, да, поэтому это очень жестоко со стороны бабушек и дедушек требовать от ребенка какого-то критичного взгляда на родителя, какой-то поддержки в их суждениях о родителе. Это очень большая ошибка. Дальше. Бабушки и дедушки иногда требуют, чтобы с ними делились всеми подробностями, держали их в курсе всех дел и вообще стремятся проявить свое отношение, свое мнение, оказать воздействие и вообще, чтобы последнее слово осталось за ними и решение было принято такое, какое они предложили. Получается, что они начинают оказывать решающее воздействие на ситуацию воспитания ребенка и жизни семьи, но при этом они уже не несут ответственности за этого ребенка, да, и получается такое вот как бы расхождение. С одной стороны, они как бы сказали, как надо, они проявили свою власть, а с другой стороны, они говорят: нет-нет, я ни при чем, это ваш ребенок. Это вы его так плохо воспитываете, да? И в конечном итоге обвиняют родителей в том, что что-то там не получилось, да? Ребенок какие-то не те реакции выдает или какое-то там нарушение чего-то там в поведении его происходит. Есть такая вот типичная классификация таких типичных ролевых позиций
бабушек, которые неудачны. Да? Давайте мы их рассмотрим, ну и затем перейдем к тому, что мы обсудим, а как же должно быть, да? В чем же задача бабушек и дедушек. Итак, два типа неудачного проживания ролевой позиции бабушки. Поскольку в нашей культуре традиционно бабушки активнее принимают участие в воспитании внуков, да, по сравнению с дедушками, то, в общем-то, ну, вот разработана была эта модель учеными, и вот, ну, я к ней и отправляю вас, да, то есть тут не про дедушек, а про бабушек разговор. Две позиции, которые одинаково нехороши. Бабушка-жертва. Вот первая позиция – бабушка-жертва. Такая женщина воспринимает роль бабушки как центральную для себя. Она взваливает на свои плечи груз хозяйственно-бытовых и воспитательных забот о ребенке. Она отказывается от профессиональной деятельности, ограничивает дружеские контакты, ограничивает свои интересы. Она вообще может перестать заниматься тем, что ей интересно, полностью отдавшись вот этому новоиспеченному своему состоянию, положению этой роли бабушки. И с одной стороны, она очень довольна. Она так самозабвенно занимается внуком. Она отложила все свои дела, уволилась с работы. Она вообще может переехать из одного города в другой, туда, где родился ребенок. И поначалу вот этот вот отказ от своей жизни, вот эта жертва, которую женщина приносит, даже очень красиво выглядит. Она вот пошла и помогает молодым. И молодые-то как рады, потому что мы же помним, да, что они дезориентированы, они не знают, что делать с этим ребенком, им сложно адаптироваться к новой жизни, и им очень нужно вот эту уверенную помощь от бабушки получить. И таким образом вот заворачивается это поведение бабушки-жертвы. Когда она делает заботу о семье, детях и внуках смыслом своего существования, жертвует другими сторонами личной жизни, она со временем начинает испытывать противоречивые чувства. С одной стороны, она недовольна близкими, она обижается на них за недостаточную благодарность, признание ее труда, признание ее вклада. Она испытывает также тоску и раздражение, поскольку ей пришлось отказаться от того, что для нее важно. И она приходит к мысли о том, а не была ли эта жертва напрасна, ведь они так не ценят мой труд, они обесценивают то, что я делаю, они берут и делают по-своему. Да? А потом ребенок вырастает, она все это видит, она чувствует, что ее вклад все меньше и меньше нужен, и она испытывает вот эту вот тоску, что оказывается последние там 7-10 лет она посвятила развитию этого ребенка, а он уже в ней больше не нуждается. И молодые родители уже стали опытными родителями и тоже больше не зависят от нее. И это приводит к вот такому, да, сильному переживанию, к такому вот внутреннему конфликту, что, в общем-то, вроде как хорошо это было для нее сначала, а потом становится плохо. И она раздражается и обижается на близких. И на внуков тоже, между прочим. Потому что внуки при такой бабушке начинают себя вести тоже определенным образом. Они проявляют любовь к ней и вместе с тем зависимость. Они не самостоятельны могут быть, они привыкают к опеке и контролю, не берут на себя ответственность за свое поведение, за свое кормление, там, да, за то, чтобы прийти со школы домой, там, пойти самостоятельно, не пропустив, там, не опоздав на кружок куда-то. Они полностью перекладывают ответственность на бабушку. С другой стороны, да, то есть они проявляют трудности самоконтроля и общения с другими людьми, потому что они могли бы уже объединиться с кем-то из детей, ходить из школы вместе, а тут за ними бабушка приходит. А с другой стороны, они проявляют, к сожалению, пренебрежение и неуважение к бабушке. Потому что раз она пожертвовала своей жизнью, значит, я
более важный человек, чем она. И отсюда мы видим вот эти вот такие вот нехорошее поведение внуков по отношению к бабушкам, да, вот такое вот нарушенное поведение, которое оскорбляет нас, и мы видим, что это некрасиво, неправильно. Тем не менее, мы должны осознавать, что именно наша родительская, наша прародительская позиция неправильная бабушки жертвы ведет к такому поведению внуков. Напишите, пожалуйста, как вам эта мысль, отзывается ли она вам, понятна ли она вам, и либо есть, может быть, какие-то комментарии, несогласия, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, может быть, услышу вашу точку зрения, безусловно, да, важную, поэтому пишите. Ну и еще одна неудачная ролевая позиция бабушки – это бабушка-соперница. Такая бабушка продолжает работать, она ведет активный образ жизни. С внуками она по выходным и в отпуске может проводить время, в остальное время она занята. Неосознанно она соперничает с дочерью или своей невесткой в том, чтобы быть лучшей, более успешной мамой для этого ребенка. Идет поиск ошибок, промахов родителей, критичный взгляд на этих родителей, да? И все успехи в воспитании ребенка приписываются такой бабушкой самой себе. Иногда у этих бабушек возникает чувство вины и раскаяния, иногда они все-таки понимают, что они несправедливы по отношению к своим детям, но все же вот эта вот гордыня и стремление иметь власть гораздо большим мотивом для них обладают, чем выстраивание отношений по другому типу. Да? Как того требует, в общем-то, ролевая позиция мудрой бабушки. Внуки такой бабушки улавливают конфликтное взаимодействие в семье между взрослыми, и они либо винят себя за вот такие конфликты, да, то есть они говорят, это я плохой, это из-за меня все поругались, я плохо себя вел, я расстроил бабушку, я расстроил маму. Либо еще один вариант поведения. Такие внуки прагматично используют вот это расхождение, эти конфликты между родителями в своих целях, да, и решают свои весьма прикладные задачи. Кто сегодня добрый, к тому я и пойду. Одному на другого нажалуюсь, они поругаются, а я получу то, что хочу, и так далее. Да? То есть мы того же самого перебежчика и формируем. Поэтому мудрая позиция бабушки или дедушки состоит в такой вот формуле: я помогаю твоим родителям. В этой мудрой формуле очень много правильного подтекста. Во-первых, я помогаю, не я несу ответственность, не я вас родила, да, не я тут главная. Я помогаю. Мне есть чем помочь. Это второй подтекст. Я знаю как. Я умею. Помогаю твоим родителям. Это значит признание. Твои родители главные, в том числе и для меня в воспитании тебя. И я делаю так, как велели родители. Когда родительский авторитет силен, ребенок четко понимает, кого надо слушаться. И бабушки, и дедушки не входят в этом в соперничество. Например, моя дочь, когда была маленькая, она говорила такую фразу всегда, вот одну и ту же, да, начинала бабушкам и дедушкам. А мои родители сказали делать так. Или а мои родители велели надеть вот эту одежду. Да? Это говорит о том, что родители, во-первых, едины в своем требовании, во-вторых, они являются первоочередным авторитетом. И бабушке с дедушкой говорится о том, что нужно бы слушать родителей, да, и бабушки, и дедушки, конечно же, у нас прекрасные отношения, не входили в конфликт, не обесцениваем мы друг друга абсолютно, да, и они с уважением говорили, да, давай сделаем так, как велели родители.
Уместно, когда бабушки и дедушки говорят: а давай мы позвоним родителям и спросим, как надо одеться или что надо делать. Да? Это очень уместно, потому что это создает и для ребенка в том числе авторитетность его родителей. Да? Это очень целебно иметь авторитет. Это очень хорошо для психического здоровья ребенка. Уважение к родителям, признание их главенства в семье, да, и уже вот это подчеркивание мудрое ваше, бабушек и дедушек, да, главенство в воспитании родителей добавляет этого авторитета в глазах ребенка. Итак, ну что же происходит, когда в семье появляется ребенок или дети? Представители разных поколений входят в новые ролевые модели. Так родители детей становятся, уже выросших детей, да, создавших свою семью, становятся бабушками и дедушками. Им следует пересмотреть свою ролевую модель родительства и войти в новую ролевую модель представителей прародительства, бабушками и дедушками стать. Кроме того, им еще нужно войти в роль свекрови, тещи, тестя, да, и это тоже требует внутренних перестановок, внутренней работы. И не всегда проходит гладко. В это же самое время молодые дети, да, выросшие, создавшие семью, также решают свои ролевые конфликты. Они теперь не просто муж и жена, два партнера, они одновременно еще стали невесткой для кого-то, зятем для кого-то. Им нужно с этими ролями разобраться, им нужно научиться взаимодействовать с этими ролями, да, научиться входить в эти роли грамотно, мудро, с уважением, с принятием, с почитанием, но твердо очерчивая свои границы новой семьи. Да? И в это же время может у них появиться ребенок, и они уже должны будут осваивать роль родителей по отношению к этому ребенку. Очень часто вот в этот переходный период нарушаются границы подструктур семьи, да, подструктуры прародителей, подструктуры родительской, супружеской, нарушаются взаимодействия. Да, и кто-то может не выйти в родительскую роль, к примеру, во взрослую позицию. Да, молодой отец остается сыночком своей мамы и бегает к ней, когда обижается на жену, привозит ей внука, чтобы не оставаться с ним наедине. Бабушка это все дело подхватывает, нянчится и с своим сыночком, и со своим внуком. А невестка в это время злится. Так разгорается скандал, да? Так разгорается конфликт в семье и нелюбовь. И дело в том, что в данном случае молодой отец не перешел в новую ролевую модель родителя, он продолжает оставаться в ролевой модели ребенка своей мамы, а его мама не может перейти в ролевую модель свекрови, которая должна иметь границу, да, и отдать своего сына выросшего. Ведь задача бабушек и дедушек, да, представителей старшего поколения, родителей выросших детей, отдать своего любимого ребенка новому члену семьи, его партнеру, потому что именно этот новый член семьи, невестка или зять, пришедший в вашу семью, становится основным членом семьи для вашего ребенка выросшего. И это достаточно тяжелый период в жизни взрослых родителей, кризисный период, когда мы понимаем, что ребенок нам больше не принадлежит, а у него есть своя семья и другой человек, который стал более значимым в его жизни, более важным, да, с тем, с которым связано будущее нашего ребенка, а мы остаемся в прошлом, родители. И поэтому, конечно, это тоже требует времени на адаптацию, времени на принятие мудрой позиции в этом. Значит, что же еще, какие особенности, да, у представителей старшего поколения с молодыми родителями, со своими выросшими детьми происходит? Освоение прародительского статуса требует выработки новой внутренней такой личностной позиции.
Оптимальная готовность бабушек и дедушек состоит в осознании своей собственной особой роли. Нужно понимать, что у вас теперь новая особая роль. Прародители понимают ценность внуков, а, появление которых означает, что начался новый этап жизненного пути. Появление внуков повышает общественный престиж. Так, например, у одной из моих клиенток свекровь очень настаивает на рождении внуков, которые пока родители, молодые супруги пока не планируют, и в этом суть конфликта, да, потому что она приобретет статус бабушки, о котором давно мечтает, в который вошли уже ее подруги, а она еще не там. И вот новый общественный престиж появляется у прародителей, удлиняется жизненная перспектива. Теперь видно прошлое, настоящее и будущее. В своих внуках бабушки и дедушки начинают видеть будущее. Их жизнь теперь по новой разворачивается. То есть они начинают проживать третью жизнь, свою, с детьми и с внуками теперь. Да? И вообще такой вот связь такая, да, появляется между настоящим, между прошлым, настоящим и будущим в семье. Это очень сильное переживание, да. Создаются новые источники для удовольствия бабушек и дедушек, да, они снова погружаются в родительство, и иногда то, что не успели прожить в своем родительстве, проживают с внуками, а может быть даже по новой, не по новой, впервые они что-то ощущают, то, чего не было, чего не успели заметить, не успели почувствовать, либо были не готовы это почувствовать со своими детьми. И наряду с оказанием помощи бытовой, материальной, если нужно, да, воспитательной, бабушки и дедушки выступают в роли связующего звена между прошлым и настоящим в семье, передают традиции и ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью и принятием. Да? И все это требует времени, мудрости, зрелой позиции и, безусловно, терпения, толерантности друг к другу. Незрелость и неготовность прародителей к своей новой роли бабушек и дедушек выражается в том, что они вообще отказываются от новой позиции, просят внуков называть их по имени, не входя вот в эту роль, да, защищаются против этой роли, говорят: ой, это ваши дети, нам вообще никто не помогал, у вас своя жизнь, вы для себя их рожали, мы не хотим, вот мы придем, посидим, чай попьем и уйдем, а вы уж, пожалуйста, сами. Есть такие позиции, да. Это, конечно, всегда о том, что не принимается эта роль, не хочется сейчас в нее входить. И другая противоположность, да, другой край, это когда бабушки и дедушки буквально вот с таким усердием подхватывают эту свою новую роль, что практически хотят заполонить собой, заполнить собой вообще все воспитательное пространство в семье и лишают молодых родителей этой роли. Да? Очень ревностно относятся к тому, что давайте мы сами, выезжайте, дети, делайте, уезжайте там, делайте карьеру, мы тут все сами сделаем. Ну и сейчас мне хочется, если у вас нет вопросов, если есть, пишите, пожалуйста. Я хочу сказать о том, какие функции главные несут прародители в семье, бабушки и дедушки, в чем их магия, в чем их сила, в чем их волшебное влияние на семью и народ в целом. Да? И, в общем-то, перейдем мы к вашим вопросам, если они будут. Итак, первая функция, которую выполняют бабушки и дедушки, это присутствие. Присутствие – символ стабильности. Бабушки и дедушки – это такой вот некий центр, к которому сходятся все, да, которые держат вот энергию семьи, да, они держат мир, они формируют ценности, они как бы вот есть, и поэтому все движется хорошо. И когда
есть какая-то угроза распада семьи, конфликт или что-то, они проявляют терпение, мудрость, зрелость, они дают детям своим зрелые уроки и делятся своим опытом, как они дошли до своего возраста и, например, сохранили брак, да, сохранили гармоничные отношения, либо наоборот, как они избежали конфликтов, да, или как они ушли от тяжелого взаимодействия, да, в партнерских отношениях. То есть вот само присутствие прародителей позволяет почувствовать себя гораздо спокойнее представителям более молодого поколения. И вот одно само присутствие как бы означает стабильность. Они живы, они рядом, они есть, и все хорошо. И мы не самые старшие. Вот это очень тяжелое переживание. Вспомните, пожалуйста, если вы уже теряли своих родителей, например, да, или бабушек, дедушек, как будто бы очередь, знаете, двигалась, и вы в какой-то момент стали самым старшим членом семьи, а это большая ответственность, это большой груз, это тяжело, да, и вот пока они есть, как бы я еще могу быть маленьким, мне еще попроще, мне еще не так сложно, не такие сложные задачи надо решать. Вторая функция, которую выполняют бабушки и дедушки, это защитная функция. Присутствие рядом в трудный момент, поддержка в кризисных ситуациях, да, это все то, что делают бабушки и дедушки с успехом. Если они пришли к возрасту своему с мудростью, с терпимостью, любовью, принятием. Еще одна функция, которую они могут выполнять, это функция арбитров, некого такого третейского судьи, да, когда помогают разобраться в ситуации мудро, не для того, чтобы разрушить пару своего ребенка, а для того, чтобы друг друга они смогли понять, простить, отпустить обиды, да, когда согласовываются семейные ценности, когда разрешаются семейные конфликты. Вот представители старшего поколения приходят на помощь, оказывают такую вот поддержку, выслушивают просто, да, не обязательно давать советы. Мы же говорили о том, что очень важно просто выслушать, да, и таким образом оказывают содействие семье. Ну и еще одна функция, очень важная, это сохранение семейной истории. Когда есть бабушки и дедушки, они дают ощущение преемственности и единства семьи. Они передают какие-то ценности, правила, какие-то жизненные уроки, они передают какие-то вещи, они передают определенное состояние, настроение, определенную психологию семьи, да. И вот благодаря этим традициям, благодаря такому вот своему трепетному сохранению старины, они обеспечивают историю рода, историю семьи. А мы же знаем с вами, что если семья помнит свои корни, помнит свою историю, то она будет крепкой. А семья, которая потеряла связи с прошлым, с представителями старшего поколения, она будет слаба и безресурсна. Мы об этом уже тоже понимаем, да, какая сила в старших. Задача и ответственность прародителей – это создание семейных традиций, которые создают атмосферу семьи, которую выросшие дети и внуки уносят с собой по жизни. И даже вдалеке от дома они сохраняют память об этом. Да? Для них семейные традиции – это залог стабильности, предсказуемости жизни, безопасности жизни. У них формируется доверие к миру, да, когда есть традиции. Не нужно, чтобы было много традиций, достаточно одной-двух, но которые будут вот всегда, да, соблюдаться. И это может выражаться много в чем. Какие-то праздники всегда празднуются вот таким-то образом. Да? В каких-то семьях Пасха становится праздником, который собирает всю семью. Либо на Пасху делали то-то, то-то. Либо Новый год каким-то образом празднуется. Да? Либо еще какие-то традиции, которые собирают всю семью за один стол. А мы знаем, какая магия происходит, когда люди садятся за один стол и разделяют трапезу. Это же манифест доверия и любви. И когда бабушки и дедушки собирают за одним столом, это крайне важная функция. Молодым не до этого, молодые стремятся к тому, чтобы сепарироваться, обособиться, да? Им крайне важно отделиться сейчас. А старшее поколение отвечает за то, чтобы сохранить всех в роду, да? Чтобы все
принадлежали роду, и род укреплялся, а не разбегался в разные стороны. Бабушки и дедушки – основные хранители традиций семьи. И именно от них зависит, будет ли представитель семьи Иваном родства не помнящим, да, или станет человеком, ценящим свой род, знающим свою семью, свой род, и соблюдающим, сохраняющим эти традиции, передавать будет их дальше, конечно же. Старость – это мудрость, а мудрость – это принятие и любовь. Это минимум конфликта. Да? Когда бабушки и дедушки конфликтны, когда они провоцируют на конфликт молодых, ну, тут, конечно, мудрости нет. Детям своим помогать нужно, но при этом не терять достоинства. Ваша жизнь принадлежит вам. Вы ценность. Вы должны прожить свою жизнь так, чтобы вам нравилось. Да? Служить кому-то, отдавать долги, брать на себя чужую ответственность не стоит, потому что вас ждет разочарование. Это, скорее всего, не будет оценено по достоинству, и, скорее всего, вы будете сожалеть о том, что потратили время, силы, энергию на то, чего не следовало бы делать. Помощь прародителей должна быть ненавязчивой и не должна лишать родителей самостоятельности. Дети и забота о них – это их ответственность. Это тот путь, который они должны пройти сами, даже если это очень сложно. Ваша задача – быть рядом, подставить мудрое плечо, но дать им возможность прожить это самостоятельно. Итак, я жду ваши вопросы. И вот то, что я планировала сказать сегодня в тему, которая была заявлена, я выполнила. Но я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Сейчас я увижу, да, если вы пишете. Я благодарю вас за участие, за то, что вы были со мной этот час, посвятили время этой теме, участвовали в обсуждении. И до новых встреч. Я думаю, что они еще будут. Если у вас есть ко мне вопросы, связывайтесь через консультационный центр, и можно будет дальше продолжать работу уже в индивидуальном формате. Благодарю за внимание, желаю вам хорошего дня и вечера. До свидания, прощаюсь.